В общем, история с камерой у нас продолжается. Поездил маленько, опять выдала ошибку. И, в общем, что, посмотрел я помпу. Заново помпу инвертора. И понял, что там фишка мокрая. Человек ездит сейчас без брони. Вот, если брать вот так вот, посмотреть, вот, все открыто буквально. То есть здесь было ДТП, и, видать, брони нету. Ну и сейчас нам надо понять, что, в чем проблема. Проблема это в помпе или это конкретно по электронике, то есть то, что вода в штекера попадает. Вода вчера в штекерах была. И сегодня я отсекаю такую проблему с помощью вот такой вот резиновой. Ну, то есть резину типа брызговичка сделал, чтобы вода туда хотя бы не попадала. То есть этим я сейчас конкретно отсеку проблему того, что вода будет попадать на штекера. Ну а дальше просто надо будет прокатиться и посмотреть, вылезет ошибка или нет. Если ошибка вылезет, значит что-то проблема с помпой. Если ошибка не вылезет, значит проблема это с водой. Так как вот, в общем, такие вот дела. Будем это сейчас испытывать. Сейчас человек приехал, хозяин, будем конкретно это дело проверять на ходу. Приехал хозяин. Хозяин приехал. Да, будем сейчас это дело испытывать. Сейчас я сяду с ноутбуком, подключу тачстрим и будем кататься по городу, смотреть, уйдет ошибка или нет. Ну, в смысле, не появится ли она. Ошибки все сброшены сейчас пока что. В общем, нам надо устранить проблему с помпой. Захожу в тачстрим. Вот сейчас как раз будет лужа жесткая. Ты ее чуть-чуть с краю проедь, ну, чтобы не попала вода. Так, заходим в тачстрим. Нам надо посмотреть конкретно работу помпы. Как она крутится, обороты набирает и все такое. Вот. Ну, процесс работы помпы. Да, процесс работы помпы, когда она, да, уйдет в ошибку. Вот, молодец, вот тут нормально проведешь. Сейчас тут по суше будет. Так. Ну, вообще на гибридах нужно по лужам по правой стороне проезжать. Угу. Особенность, да? Езды гибридов. Ну, да, согласен. То, что там инверторы, все такое. Так, ну что ты, друг? Коннектишься, не коннектишься, что-то долго. О, зашел в блок гибрида. Так, дата-лист. Вот уже сухая, нормальная дорога. Воды уже туда в фартук не попадет, это 100%. Алдата. Смотрим работу помпы. Помпа где-то в конце у нас. Вот она, помпа инвертора. По компьютеру я ее сегодня активным тестом запускал, она работает. Машина как включается, сразу начинает помпочка гудеть. Это значит хорошо. Значит, с помпой связь есть, электроника работает. Вот ее обороты, 3511. То есть она вот... Она сейчас работает. Ну-ка, топни маленько. Ну, тут ничего не видно, конечно. Но, в общем, 3511. О, набрала до 30-ки. Нормально. 100 едет. 100 едет, да, пока? Ну все, сейчас потихонечку езжай просто в обычном режиме. По городу катаемся. По сухим районам желательно. Нигде много воды. Так. Сегодня у нас жесткий тест камеры. Она уже мозги полоскает неделю, да? Человек с сервиса не выезжает просто. Ну, Камри машина такая, на ней должно стоять все датчики. Если что-то не работает, какой-то даже один электронный датчик, уже будут проблемы. Машина работы вся завязана на компьютере. И вот в этом плане нам помогает наша программка дилерская. То, что здесь, в принципе, все видно, все параметры вообще, как работает. Даже можно активные тесты запускать, отдельные устройства, получается, прямо
Не машина, чтобы это делала, а вручную. Так, что, пока полет нормальный у нас, да? Она пока... Ну, если ошибка выскочит, ну, чек, то тяга сразу поменяется, сразу. Сразу пройдет, да? Какого года у тебя, Давид, машина? 2018 года. Пробег 43 тысячи. Всего 43 тысячи. Ну, по идее, помпа-то не должна наебнуться. Не, никак. Я думаю, никак. Думаю, 40 тысяч она, это для нее вообще, для машины этой. Ну, браки, конечно, никто не исключает. Потому что я знаю, что в сервисах, допустим, в больших городах, где есть Toyota сервисы, заезжают машины с проблемами и на 10 тысячах. То есть совсем новые машины, когда какие-то проблемы все равно имеются. Так что тут все возможно. Ну, бывает такое то, что даже до 30 тысяч пробега может батарея сдохнуть. Да, может. Ну, в принципе, я говорю, как бы то, что у тебя проблема, скорее всего, связана с водой. Как раз у тебя то, что было ДТП, фартуков нет. Я сразу на это как бы подумал. Поэтому надо будет посмотреть, сейчас поездить. Надо машинку защитить. Купить тебе всю надо будет броню вот эту. Все в защиту. Все датчики поставить, парктроники. И машинка заживет. Защиту я нашел во Владивостоке. Ну, там трешка, цена вопроса. И на самолете. Так, ну пока работа помпы нормально. Да. Вот я вижу по результатам. Пока обороты хорошие, все так же в норме. 4900. Так, 3493 обороты сейчас РПМ. Давай на нормальном режиме поездим. Давай. Ты сейчас на каком режиме? На нормале, да? На эке ездил. Да, сейчас на нормале. Ага. Саня будет. А? Саня будет. Маленечко можно топку дать. Чуть-чуть. Для уверенности. Ну давай сначала так поездим, а потом уже в конце, когда уверенно поездим. Ну хотя бы полчаса-час. Потом хасанем. Что-то жарко сегодня. Так, выезжаем на объездную. Тут у нас, в принципе, можно немножечко дать тапок в пол. Сегодня что-то гаишников много, да? Пятница же сегодня. Ага. Упал. Бедолага. Ну, сейчас на спорте стартанем. Чуть прожарку дадим, да? Да. Тосол нагреем как раз, да. Посмотрим, как оно будет. Ну, антифриз. Что она виляет? Воняет? Виляет? Виляет? Вот Ну, это то, что трекшн у тебя. Все вообще что с правой стороны. Но, Давление разное. может быть, не, что-то не. По оборотам Ну, топает вроде же, да? Ну, я думаю, что у тебя система стабилизации из-за того, что все сейчас отключено. Вот это вот, она у тебя что-то неправильно работает, что ли? как-то хреново держит. Да, да, что-то как-то, да. Но это я говорю, то, что система стабилизации не работает практически. Трекшена нету вообще. Так, помпа 3549 РПМ уже. Нормально. Начала обороты крутить. Так, тут камера у нас. Сейчас обороты добавились у нее, нормально. Это хорошо. Опа. Ну ладно, уже проехали. Я это не заснял. Салонного фильтра нет, из-за этого воняет что-то. Запахом бензин маленько, да? 7, что можно вообще. У тебя надо машиной заняться вообще вплотную. Все купить. Все купишь, мы можем тебе все сделать, в принципе. По идее, ты думал, вот машина новая, мозги ебать не будет, и все, типа, работа, дом, работа, дом. Но оказалось не так, короче. Ну да. Но если бы ДТП не попал бы, все было бы нормально у тебя. Катался бы и все.
А я сегодня первый раз на 70-ке катаюсь. Смотрю как. Ну, машина хорошо идет, конечно. Машина крутая. Мы по объездному катались на 70-ке, Stage 2. Ага. Прошли там. Он вообще типа 280, 260 берет. Как нефиг делает. Ага. Вот мы сейчас разгоняемся, он разгоняется раза 4 быстрее. Ага. И это камера. Нормально. Прикинь. Круто. Там вообще типа до 60 со швидком идет. Прикинь, что крон будет 3,5 делать, да? Да. Так, что у нас по работе? Сейчас у меня чуть-чуть меньше обороты у него. Ну, сейчас какой режим, потому что чуть-чуть едем. Вот 3494 РПМ. Но ошибка пока не выходит, все хорошо. Ну, все равно поездишь пару дней. Сейчас выйдешь с сервиса, если даже сейчас тест пройдешь, пару дней все покажет. 2 дня решит всю твою езду. Да, 2 дня как ездить-то, сука, вообще типа глаза вода на палеве, да? Но... А я нормально, думаю, все будет. Чисто на очке сидеть. Ну. А она, главное, перестает у тебя совсем ехать, да, получается, когда в ошибку уходит и все. Ну да, правильно. Не то, что вот сначала она едет, но как будто вот питание дает неправильно. Ну да, инвертор работает неправильно. Да. Он его, походу, боится, что помпа типа вышла из строя, и типа он ее начинает душить, да, чтобы ты не мог ее прожарить. Если ты ее прожаришь, это будет кирдык инвертора. Так, я полгода без номеров ездил, у нас камеры. Кстати, в интернете по этой ошибке проблем мало. То есть я увидел только одно какое-то иностранное видео, и есть Талмуд, весь на иностранном, я его перевел, там в принципе ничего не понятно, ну что-то можно из себя взять, что проблема именно в этих узлах, и больше там в принципе ничего нет. И на фишке должно 14 вольт присутствовать, типа написано, и все. Порядком 10 килоом сопротивления, это надо все проверять. Ну, тут проблемы две, либо это проблема электроники, ушел сигнал конкретно. Там есть предохранитель, надо смотреть, как он называется-то, реле, короче, еще есть, который отвечает. И другая проблема, это вот конкретно помпа. У помпы проблема, может выйти из строя крыльчатка. Одна лопасть у него умирает, и все. Сколько у него? 5 лопастей? Ну, вот где-то... Там она сжирается. Честно врать не буду, я ее не разбирал еще ни разу. Ну, как бы... Да нет, вот с таким пробегом крыльчатка сдохнуть не может. Вообще. Я тоже так думаю. Реально, там, блядь, вот на Toyota контрактные помпы, блядь, сколько пробега там. Но если бы она у тебя не работала совсем, проблема была бы именно по электронике. Я бы скипел же, если бы помпа реально не работала. Я бы ее активным тестом бы не завел бы. Она же завелась в гараже активным тестом. А первый раз, когда я к тебе приехал, когда проблема была, помнишь? Она не активным тестом вообще не запускалась. Ручную. Да. То есть пока фишки не просохли, пока вода оттуда вся не ушла, проблема была. Ну как бы так думаем. Сейчас все это дело у нас подтвердится, да или нет. Помпа как крутила 3,494, так и крутит. Примерно стабильно работает, да. Примерно в этом. Чуть тапок даешь, она на 3,400, под 3,500 где-то уходит, и все. Ну, это для него вообще не напряг. Ну, наверное, думаю, да. Так, город Якутск наш прекрасный. Сейчас дороги подсохли, кстати. Подсохнет, солнышко скоро будет, майские праздники, и вообще по кайфу. Можно будет ехать, отдыхать. Иссех там, у кого иссех начнется рано, у кого что. Уже вроде вчера началось. Да? А в каком районе? В Улусе? А не, вообще типа вчера. День республики, праздники, да. В Сатынь ездили, концерты были. Круто.
400, ну, нормально все. Ну, наверное, можно уже похасанить чуть-чуть, да? Чуть-чуть ей дать тапочек. Где-нибудь сейчас выйдем на объездном, ну, где камер нет, сильно не хулигань. Так, 3458. Не, она даже вообще. Сейчас тапку дал, вообще даже не это. Похуй, да? Да, так же она идет и идет. 3423 держит, 424. Вон кузова Камри тоже прикольные. Тоже мне нравится очень этот кузов. Ну, последний кузов настоящего Камри. Угу. Да, можно так сказать. Не, это тоже прикольная. У нее дизайн-то офигенный, какой-то дизайнер ее делал. Европеец. Да. Тут салон более компактный. В 55-м кузове салон пошире, как в 200-ке, как будто сидишь. Но у него аэродинамика круче. Да. Ее специально делали по аэродинамике. Знаешь почему? Потому что она гибридная. Гибрид уже затачивали под аэродинамику. Как и видел, приусы все, они тоже все такие аэродинамические, жестко. Так, по результатам 3440, нормас. Что-то малеха есть, походу. В общем, кусок резины тупо, мне кажется, решает, да? Так, мне же надо было масло поменять. Да, у тебя масло, у тебя, да, грязненькое, надо менять уже. Тачку надо обслуживать. Что ты говорил, Молигрин заливал, да? Нет, Toyota. А, тойотовская же, да, точно. Равно, это другой кто-то говорил. Молигрин льет. Просто тойотовские масла не подделывают вроде как, да? Ну да. Ну есть, наверное, где-то, я по-любому думаю, что в России, наверное, их мешают. Но у нас, наверное, скорее всего, Дальний Восток близко. Я думаю, все-таки по поставкам попроще. Если надо в таких магазинах, как Японец, покупать, наверное, потому что более-менее проверено, я ему верю, в принципе. Человек давно занимается уже автотематикой. Вот. Что еще? Ну, такие магазины, более фирмовые, надо, конечно. Ну, там ценник, конечно, нормальный на масла, да? Там раза 3 дороже. Угу. Либо заказывать уже через Дальний Восток проверенных покупателей. Мы масла тоже будем скоро, наверное, что-то продавать. Ну, посмотрим. Я сейчас буду пока надо понять, что такое гибрид вообще, как их ремонтировать. Потом уже будем конкретно заниматься поставками запчастей, какие расходники узнаем. То есть на нашем этапе начала уже, в принципе, надо будет это все сейчас понять. Будем стараться, как бы понимать, что лучше, качественные какие запчасти ставить, какие нет. В этом нам наши партнеры с Владивостока тоже помогут. Мы с пацанами читали, сколько, ну, вообще во сколько обойдется станции замена масла. Там вообще немало. Где, во Владивостоке? Да нет, тут если открывать. А, здесь? Но, здесь дорого будет, да, наверное. дорого обойдется. Это надо масло купить. Это надо все полностью. Инструмент только по замене масла в коробке стоит, наверное, 1000 под 500, хороший, качественный, наверное. Вообще автосервис затратное дело очень, конечно. Если все прям... Во-первых, помещение нужно хорошее. Не как у нас тут у всех, как-то кто как занимается в гаражах. Вот это автосервис по ГБО офигенный. У него там все удобно сделано. Ребята уже набили руку. Я у него маленько там, кстати, работал по части IT. Ну, Александр Александрович там держит его, в принципе, нормальный такой человек. Он качество знает.
Да, главное, чтобы работники были хорошие. Да, работники тоже, да. Ну, немножко прожарки дал, да? Жестко прям. 150 дали. Помпа. Обороты помпы в принципе вообще не влияют на скорость там или на что-то, на обороты двигателя. Чуть-чуть у нее отклонение есть и все. То есть в принципе что это там, она маленькая помпа, крыльчатка там такая получается, ну типа как улитка. Она, я так понял, просто поддерживает контур инвертора, ему много не надо оборотов. Вон все, что есть, видать, ему хватает. Аккуратно. Кольцо. Угу. Там гайки стоят, аккуратно. Где? Где-то там я их видел возле Уйнемова. Все нормально. С документами порядок. Так. Другие параметры можно посмотреть. Вот ошибки ничего нету. Все хорошо. Я думаю, покупка помпы у тебя бы сейчас высосала бюджет 20 тысяч, так что... Как минимум. Да, еще и поставить ее надо. Как минимум пятак. На. В обычных машинах. Да, в обычных. Да. Но здесь главное, замену помпы, когда делаешь, это шланги все полностью переэтовать. Иначе потеря жидкости, это гемор. Потом надо будет прокачивать ее с помощью той же самой тачстрима. Контуры, если воздух попадет. Вообще гибридная машина чем прикольная, то что можно все делать программой. Контур прокачивать этого, тормозной жидкость можно менять полностью с помощью тачстрима. Все указания она дает. Можно без нее, конечно, но в принципе лучше с ней. Уже катаемся 20 минут, да? Практически. Все в порядке пока. А вчера она у тебя быстрее, да, уже вышла? Да не, минут за 40. 40 катался, Ну, да? В течение часа. На 202-м ты говорил, да, у тебя уже? Здесь третья выезжал. Ага. Сразу загорелся. Ага. Может там аура плохая. Что съездить туда, что ли? Может машину поехать, тебя немножко поэтовать, осветить. Батюшка. Раз начала она у тебя тогда вести себя надо. Не, бывает, было такое. Угу. То, что вот святой отец приезжал, Угу. святой водой побрызгал. Вот даже реально, вот даже вот чек пропал. Угу. Это было на камере. Да ты че? Да. Там то ли старый хозяин умер, то ли что было такое. Ага. И она начала капризничать вообще вся. Ну я тоже в это верю. Кстати, есть в духовность, надо верить. Так что машины освещать. Да. У нас природа, шаманизм. Это точно. Едете в другой улус, обязательно копеечку надо кинуть. Да. Привязать к дереву что-нибудь. Независимо от нации, в Якутии все знают то, что вот нужно кормить землю. Да. Какая разница нация? Мы живем на одной земле, как Да. бы. Поэтому уважать надо ее. Так, 259. Есть такое. Ты вообще рыбачишь? Рыбак, охотник? Не. Не? Не рыбак. Ну, тоже когда-нибудь, может, у тебя. Ну, пока ты молодой, потом у тебя это проявится, возможно. Все будет. Я в детстве катался, что-то Угу. не зашло. Компания еще нужна. Да, правильная компания. Да. 3260. Ну, сейчас она крутит все равно. Но она сейчас обороты уронила. Вот сейчас мы стоим до 3220, 270. Когда едешь, она 3300 примерно. 3400 вот так.
300 не падало, да, Не. вообще? Ну, 3200, 3500 рабочий. В сайте ничего не писали, да, там, про обороты? Не. Вон где-то тут температуру двигателя еще можно посмотреть. Так. Ну, стабильно, в принципе, уже бы выдала. Гибрид. Процентность показывает батареи. Что тут еще есть? По батареечкам все вроде нормас. Так, можно в блок батарейки посмотреть. Сейчас глянем. У тебя отдельный блок на гибрид контроль идет, а отдельно на ХВ батареи. Вот, загорелся гибрид систем. Все есть, да? Собака такая, значит, что-то есть. Все, вылезла ошибка, походу. Так, гибрид контроль. Дата. Так, кодес. Кодес. Мотор, электрик, coolant pump. Вот вышла эта ошибка. Значит, помпа. Значит, помпа мозги полоскает. Воды сейчас нету никакой. Да, воды Это нет. 100%. Все, это уже конкретно Не, надо. пропал. Ты либо скинул. Я скину. А, Я ее скину. почему она мозги? Помпа Ну, она же вроде работает. работает. Крыльчатка, может быть, что-то. Может, я говорю то, что вот одна какая-нибудь. Может, у нее дисбаланс идет. Надо ее попробовать все-таки. Люфт появился. По ходу заменить, да. И все. И покататься. Тут больше нету проблем никаких. По Талмуту даже видно, что там, в принципе, ничего такого нету. Электроника работает. Был бы предохранитель, у тебя бы сейчас бы уже бы не работала она просто. Она бы вообще бы не завелась. Было бы что-то с релюхой, она бы так же себя вела бы. Так, HV Battery я хотел зайти. Посмотреть дата-лист. Что там. Сколько мы? 40 минут где-то. Ну, 30 минут мы покатались. И она вылезла сама собой, да. Интересная проблема. Вот они, батареечки твои все. Гибрид контроль. Так, вот сейчас, если она еще раз отэтуется, мы посмотрим, крутит она помпа или нет. Дальше. Вот этот момент нам надо сейчас будет засечь. Тоже посмотреть. Гибрид контроль, дата-лист. Как только ошибка вылезет, мы будем смотреть, крутится помпа или не крутится. А смотри-ка, у него сейчас обороты добавились жестко. 5000 показывает, прикинь. Ну что, почему? Хрен бы его знал. Инвертор, ватер, памп, дути, радио, off. Так. Вот это момент вообще интересный, да? То она работала на 3000, то у нее обороты поднялись. Мы вообще ничего не трогали, ничего не меняли. Ни хера не скачут. То 5.30, то 5.100, 5.200. Прикинь? Что-то она как-то себя ведет неинтересно. То 5.0, то 5.200 скакнула, прикинь? 5.300. Опаньки. Так, Generation.
3276 ампер. Температура куланда инвертора 17 градусов всего. Не нагревается? Не нагревается. Инвертор input current выдает он 61 ампер. Так. Вот тапок даешь, он прибавляет. Сразу же. Да, моментально начинается нагрузка. Оп, уронил обороты на 4900. Температура 19. Чуть прибавил. 18. 4800 обороты. Нормально это же. Угу. Все, с 5000 он уронился. Вот сейчас опять скакнул. Еще сильно так, на 300 почти. Хрена он скачет. То 4700, то 5300. Ну, температура 18 градусов. Семнадцать упала маленько. Вот сейчас ошибка, если выйдет, мы этот момент должны жестко засечь. Какие у него будут обороты, какая температура пойдет. При ДТП, в принципе, да, она как раз находится в таком месте, где именно был удар, да, по сути. Может, что-то было такое, что вот именно крыльчатка, как-то она нарушилась, да, от удара. По идее, удар был вообще слева. Слева. С левой стороны. Сильный удар. Ну, все равно, прикинь, что такое удар на машине. Да. Микротрещина на каком-нибудь образовалась на одной лопасти, да? Потом ты поездил, эта микротрещина, блах, какая-нибудь лопасть, допустим. Как вариант. Ну, как вариант, я вот в момент ДТП я ехал где-то 180. Ни хрена. И начал оттормаживаться. Оттормаживаться. И в каком моменте, ну, при какой скорости был конкретный удар, я хрен его знает. Ну, где-то, да, на сотке? Да, не ниже. Не ниже, да? А у тебя аэрбэги сработали, получается? Нет. Нет? То есть они вроде стреляли, тут второе лобовое, не родное. Ага. Ну, есть вероятность, что они уже стреляли. Повезло тебе жестко, да, получается? Да. Если бы они стрельнули, то это пиздец был. Думаешь, наоборот хуже было бы, если Да. бы они стрельнули? Если бы стрельнули. Че, сильно ударился, да, когда? Да, вообще. Хрена, вот опасно вообще. Вот на новой дороге из Хатына, получается. Там как раз топнуть можно, да? Да. Поэтому сейчас уже как-то уже боюсь. Аккуратнее ездить начинаешь, ну правильно. А вот это что такое интересное? Инвертор Water Pump Duty Ratio 82%, прикинь. Типа Duty Ratio надо что-то перевод сделать этот. Что это такое? Прикольный вот этот, надо на него посмотреть. Duty Ratio. Что это за параметр? И 82% главное. Производительность типа, что ли? Как будто, да? Производительность. Там ратио или ратио? Ратио. Ratio, да, ратио. Точно?
посмотреть, что это. Инвертор input 20 ампер. Сейчас обороты низкие, поэтому... Короче, приехали. Ошибка нарисовалась опять. Если сейчас чек выйдет, то думаю, сейчас обороты дадутся. То есть она уже окончательно там. Да. Ну и вот получается по инвертор water pump off. Хотя она почему-то показывает обороты 5500. Ну то есть типа помпа крутится. Че, может поедем потихонечку, давай? Посмотрим, что будет. Так. Сейчас я ошибку сбросил. Она показывает off. Сейчас, если поедем, ошибка, скорее всего, вылезет опять. Вылезла, что ли, уже? Нет еще? Ну да, в сторону Хатынки въезжай потихоньку. Там тын должно быть. Ну что, к сервису. Что надо до дому доехать. Я думаю, все, помпу мы приговорили. Основная помпа или инвертор? Инвертора. Да, инвертор еще дешевле же. 12 тысяч она. Орига. Ну тут только Орига. Ну. Вот, Вышел, да? Доехали. Сейчас я тебе буду ее сбрасывать потихо. А она как будто обороты крутит. 5495, 5495. Слишком быстро вроде как бы. Вот. Да, Видишь, быстро-быстро. Тяга поменялась. Да, она не должна 5000, никак вообще не должна так крутить. Сейчас будем сбрасывать ее нахер. Была бы эта электроника, она бы так не вела себя. Она бы просто бы контакта не было, и все. И до свидос. Хрен ты что сделаешь. Первый раз я скинул, долго катались мы. Компьютер бензина, что ли? Бензина как будто не есть. Почему? Или fuel. То есть бензина нет. А у тебя есть, да? У меня есть. Даже лампочка не загорелась. Это очень интересно. Это тоже, думаю, нужно учитывать. Угу. Тоже косяк, да, какой-то? Ну вот она off. Она вообще не работает сейчас, помпа. Показывает, что она в оффе. И все. Хотя она крутится. Обороты-то у нее есть. Но завышенные. Поэтому тут мне кажется, что что-то с помпой. Как будто бы он типа говорит, что ее нету, а она какого-то хрена работает. Почему он ее не видит-то? Ну а так она работает. Она Реально работает. Да, она работает. Просто комп думает, что ее нету. Вот кинул ошибку, дальше поехал. Активным тестом ее сейчас не запустишь. Потому что при активном тесте двигатель должен быть выключен.
Вот он говорит, я не могу запустить активный тест, типа, извините. Но это делается при выключенном двигателе. Вот такие вот дела. Вот такой у нас сегодня тест интересный. И не появляется она в статус он, хотя у нее был статус такой, когда вот мы только поехали, у нее все было хорошо. Сейчас наша задача до гаража добраться, до сервиса, будем решать, принимать решение. В общем, решение, я думаю, что надо менять помпу. Надо ее заказывать, менять, смотреть, ставить. Дальше уже будет все ясно. То есть уже... Какой день по счету? 4-й. Блин, это что это они тут? Я вообще, получается, неделю назад сломался, да? Угу. Что они тут учудили-то? Да, начальство какое-то прилетает, говорили сегодня. МЧСовс? Да нет, вроде органов. Ну, сейчас она в офе. Машинка пока едет без ошибки, да? Без ошибки. Температура сразу такая, 20, слышь? Она не была так. 17-18, да. Она начала греться. И обороты у помпы завышенные, 5200. Ну, вполне вероятно, что правду говорят, что крыльчатка. То есть вот она у тебя уже, считай, сильно очень начинает работать. Температура чуть-чуть греется. Она сейчас на больших оборотах работает вообще. У нее производительность, если 82%. Но если это производительность, конечно, то это она на полную катушку сейчас работает практически. Почему ее комп не видит, это интересно. Все есть, да? Ни хрена, 55 сразу температура, прикинь. Я себе. Ну, все, она отъебнула, получается, и 55 сразу пошла жара. Как только температура больше 50 будет, она походу начнет душить машину. Типа ты чё? Давай-ка так не делай, скажет. Вот 16 сразу. Как только запустил, сразу температура упала. Но статус off, вот он. Температура сразу на 17 уронилась. И обороты пошли у помпы РПМ. С 0 на 5000. А в чем проблема может быть? Она либо хочет, типа по настроению какую-то она же работает. Да, она по настроению работает. Я думаю, что что-то либо с крыльчаткой, и она просто, либо... Она тупо, короче, у тебя останавливается резко. И в этот момент, когда крыльчатка на 0 останавливается, все, она начинает, короче, тебе ошибку выдавать. Вот так это все происходит. И сразу температура начинает расти. То есть она конкретно останавливает работу. А сейчас она работает, но почему-то вот этот статус off, то, что она не работает, тоже интересный какой-то.
есть это помпа. Конкретно помпа. Ну не может же компьютер, эбушка твоя. Нагревай. Нет, чисто отключать ее как-то, я не знаю. Если они вместе завязаны, что-то с компьютером, допустим, с твоей мыслью. Ну это вряд ли. Хотя там вот в Талмуде написано, какие проблемы могут быть, да? Это конкретно надо смотреть, типа, вот эти пины по электрике. Предохранители, реле, эбу компьютера и помпа. Но если бы у тебя была проблема с компом, у тебя бы точно бы вообще бы все бы засветилось. Это уже точно. Что тут поставил-то? Вот. Все. Смотри, сразу 55. Сразу 55. И ошибка вышла. Что с камрюхой твоей делать будем? Ставить будем ее пока. Что это, да? Ну так же она. Короче, заказывай помпу. Ну, сегодня же нужно заказать. Эта диагностика явно показала, что проблема с помпой. Ровненько ставь только так, чтобы не под угол ее, а вот именно ровно прям. Что выезжать будут с ворот потом, чтобы не задели машину. Вот такие вот дела, так вот прошла диагностика. Ну, так прошла вот диагностика. Примерно мы приговор дали помпе. Пока. Сейчас помпу человек купит, поставим. Ну а дальше будем тестировать. После замены еешни. Вот такие дела. Мотор, Electric Coolant Pump. Вот вышла эта ошибка. Значит, помпа.